Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия в Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто не может вас забыть? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим, кто этот человек и почему не может вас забыть. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ничего себе. Так, сразу нам показывают мужчину невысокого роста с очень добрыми глазами. Мужчина. С этим мужчиной совсем недавно вы общались, разговаривали, может быть, знакомились, может быть, где-то случайно там пару слов перекинулись. Невысокого роста с очень добрыми глазами. Вот такие выразительные, полные добра глаза. Вас, кстати, вот прямо задело, не задело, а зацепило скорее, да, вот глаза красивые, очень добрые, может быть, даже немножко какие-то грустные, печальные, но добрые глаза, невысокого роста, может быть, роста как вы, может быть, даже пониже, чем вы. Вот с этим мужчиной вот пару слов вы как-то перебросились, ну, либо как-то в одной компании оказались, может быть, где-то вот были в каком-то учреждении, организации, он у вас что-то спросил, либо вы у него что-то спросили. Этот мужчина, он настолько сильно вами впечатлился, он последние вот прям сутки просто о вас постоянно думает, и у него как навязчивая идея, вот вас найти, кто вы, где вы, как вас найти. Хочу еще раз с ней увидеться, хочу ближе с ней познакомиться. Прям ощущение, что вы ему очень-очень сильно нужны. И если он вас не найдет, то он прям чего-то лишится, да, либо самое главное в жизни потеряет. На вас этот мужчина особого впечатления не произвел, разве что вот глаза. Глаза, вы четко показали, как-то на глаза, вы в глаза ему смотрели и думали, ой, какие добрые глаза, либо ой, какие грустные и добрые глаза. Вот. А так роста он невысокого, такой средненький мужчина, средней симпатичности мужчина. Вот. Вы знаете, он будет вас искать. Он и правда будет вас искать. И будет искать, пока не найдет. Вы все разные, да и мужчины разные. Но вот вижу, что он настойчивый. Настойчивый. И вот сколько бы времени ему не потребовалось, он будет вас искать. Искать, пока не найдет. Может быть, он вас найдет там, буквально через пару дней. Может быть, через пару месяцев. А может быть, даже и через пару лет. Но он обязательно вас найдет. Вот настолько сильно вы его задели, зацепили, настолько сильно вы ему понравились. Представляете, случайный разговор и вот такие вот серьезные последствия, что мужчина прям влюбился с первого взгляда, прям какое-то родство почувствовал. И сейчас такое отношение, что вот если я ее не найду, то я что-то в жизни упущу. Может быть, даже самое большое счастье в жизни упущу. Он о вас практически ничего не знает. И его это совершенно не смущает. Вот прям вы ему необходимы. И он будет вас искать. Вот подумайте, описание, да? Грустные, добрые глаза, невысокого роста, средней симпатичности мужчина. Такой обычный, самый обычный, незаурядный. Вы совсем недавно, может быть, вчера, позавчера, там, на прошлой неделе с ним общались. Мужчина для вас незнакомый, но вы с ним общались. Да, может быть, опять же, что-то он у вас спросил, либо вы у него спросили, а может быть, вас кто-то познакомил, может быть, в одном каком-то месте вместе находились. Но вот пару слов вы точно перекинулись с ним. Ему и голос ваш понравился, и внешность, и ваша энергетика. И он прям, знаете, поплыл. Вот заглянул в ваши глаза и поплыл. Да, такой мужчинка. Не может забыть и точно не забудет. Он будет вас искать, девочки, пока не найдет.
пока не найдет. Ну, прям центрик показали. Значит, это важный мужчина в вашей жизни. А может быть, вы важная женщина в его жизни. Не просто так вы пообщались, и, возможно, скорее всего, и какое-то продолжение будет. Да? Все это было не просто так. Здесь судьба свела. Так, еще показывают какого-то, извините, алкаша. Вы меня простите, но он явно пьет. И пьет очень сильно, и, возможно, давно. И как бы его жизнь, она вся пропитана алкоголем. Мужчина, с кем давно вы не виделись, кого вы даже не вспоминаете, либо вспоминаете в какой-то суе, да, то есть вы такая думаете, фу, какой он гадкий, какой он противный, алкаш, фу-фу-фу, там, да, дурак. В таких вот моментах, да, в таком тоне вы его вспоминаете. Смотрите, несмотря на то, что он пьет, несмотря на то, что он всю жизнь свою пропил, вас он забыть не может. Он вас винит в том, что у него вот такая алкожизнь началась, либо алкожизнь приключилась. Возможно, с этим мужчиной вы и в паре были, и в браке могли быть. Но вижу, что давно это было, давно. Вы его редко вспоминаете. Если вспоминаете, как я сказала, да, такими негативными словами, да, негативные воспоминания идут. Вот. Далеко он от вас находится, либо он находится там, где вы не бываете. Может быть, специально вы туда не ездите, чтобы случайно его не встретить. А он по вам все время пьяные слезы льет. И, не стесняясь, вас обвиняет в том, что он стал алкашом. Ну, дескать, это вы ему там отказали, либо там его не поддержали, в него не поверили, с ним не согласились, не стали его там терпеть. И вот я спился из-за этого, всю жизнь свою пропил. Пьяные слезы льет по вам, девочки. И еще какая-то женщина рядом с ним, и она очень сильно зла на вас. Может быть, это его мама, может быть, это его нынешняя подружка, да, ревнует там, что он как выпьет, сразу о вас вспоминает. И так может отыграться. Ну, а если мама, то она тоже вас винит, что, дескать, сыночек из-за вас спился. Хотя это была его судьба. Да, вот он родился алкоголиком, и алкоголиком стал, и алкоголиком помрет, грубо говоря. Вот, это есть, это вижу. Ну, пьяные слезы, ну что возьмешь? Ничего не возьмешь. Я не вижу, чтобы вы с этим мужчиной что-то в будущем имели. Может быть, до вас долетят его эти претензии, его эти обвинения, но вам от этих обвинений ни холодно, ни жарко. Вот честно, вы к нему абсолютно равнодушны стали. Вот такой вот мужчина. Дальше, с правой стороны. С правой стороны показывают очень крутого мужчину. Крутого, но хвостатого. То есть он не свободен. Мужчина, с кем вы достаточно часто общаетесь, видитесь, может быть, работаете вместе, может быть, это ваш лечащий врач, вы с ним периодически встречаетесь. Может быть, в одной компании, может быть, муж кого-то из ваших там, знакомых, родственниц, либо подруг. Но он явно не свободен. И мужчина хоть куда, видный мужчина. И симпатичный, и такой, знаете, крепко на ногах стоит. И все у него в жизни неплохо. Хозяйственный очень мужчина. Вот. Он вас забыть не может, потому что любит вас. И любит вас давно. Но любовь это сложно реализуемая. То есть, чтобы любить вас открыто, то нужно и свою жизнь разрушить, и вашу жизнь поменять. Может быть, вы не свободны тоже. Вот. Живет он от встречи к встрече. Вот он, когда вас видит, он от вас заряжается невероятной энергетикой и потом воспоминаниями о вас живет. Мужчина, кстати, безотказный. Вот что его не попроси, все сделает. Все сделает. И он, кстати, очень мечтает вот, перед вами вот, геройство какое-то проявить, да, какой-то поступок совершить, как-то перед вами выслужиться, показать, да, хоть не словами сказать, но показать действиями, как он к вам относится. Очень он сильно боится, что вы от него откажетесь, либо вы его там упрекать начнете, что ты там не свободный мужчина, а на меня виды имеешь. То есть скрывает свою любовь и скрывает достаточно давно. Ну, я так понимаю, дальше будет скрывать, но, девочки, тем не менее, я вижу, что шажочки маленькие в вашу сторону делает. Все-таки как чувство берет свое.
Прям почаще хочет он с вами встречаться. И опять же, вот это желание сердца, видите, для вас что-то сделать, как-то выслужиться перед вами, да, проявиться в вашу сторону. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Не раз вы ловили на себе его странные такие томные взгляды, да, смотрит на вас таким несчастным взглядом, а вы вот такая вроде думаете, что ты так на меня смотришь, жена рядом сидит, зачем ты на меня смотришь? Вот, ну есть такое, есть. Ну бывают девочки в жизни, бывают люди, которые очень там, ну, честные, обязательные, ответственные. Может, в свое время там по залету женился, а теперь ничего поменять не может. Да и вы, скорее всего, его не примете, зная о том, что он семейный, зная, что у него прекрасная семья, потому что он хороший человек, он, ну, достойный семьянин, грубо говоря. У вас, кстати, этот мужчина на очень хорошем счету. Вот прям уважаете вы его. И, наверное, по-доброму там завидуете его жене, думаете, вот повезло ей, да, что ей такой мужик достался. Ах, если бы вы знали правду, если бы вы знали правду. Ну, будет скрывать свои чувства, но для вас попытается что-то сделать. Вот прям возьмите на заметку, и если вам действительно что-то надо, в присутствии этого мужчины озвучьте свои потребности, свои нужды. Поверьте, он первый вызовется вам помочь, либо ну вот в первых рядах побежит вам помогать, уже конкретно что-то делать. Дальше показывают несколько людей. Одна женщина, а вот второй не могу сказать, кто. Мужчина, либо другая женщина. Но это человек чуть подальше стоит. Вот с этими людьми у вас какие-то дела были. То ли вы вместе работали, сотрудничали, то ли вы на этих людей работали, то ли там коллегами были. Может быть, вы что-то на заказ для этих людей делали. Вот у них к вам такое отношение, как к суперпрофессионалу. Вот больше таких не делаю, да, уникальный человек, ответственный, порядочный. Но мне почему-то кажется, что с работой связано. Вот очень часто вспоминают вас, хорошим, добрым словом вспоминают. И вот если сотрудников набирают, то всегда стараются, ну вот, найти подобного вам сотрудника. Но это невозможно, да, потому что вы редкость, вы уникальны. Так как вы работаете, никто работать не может. Да, вам никто в подметке не годится. И очень они сокрушаются, что дорожки ваши разошлись, что, может быть, они вас не удержали в свое время, либо, может быть, они сами куда-то уехали и думают, блин, ну вот такого ценного сотрудника потеряли, либо такого крутого специалиста потеряли. Всегда о вас кому-то рассказывают, пример ставят, ну, опять же, там своим, наверное, сотрудникам о вас говорят, там легенды, целые легенды по поводу вас уже есть, да, какая вы классная, какая вы крутая. А у кого-то отыграется, что это ваши родственники, которым в свое время вы много помогали, либо много чего для них сделали. Жизнь, может быть, вас там в разные места развела, но эти люди до сих пор с благодарностью вас вспоминают и только хорошее о вас говорят. Только хорошее. Вы для них, как, знаете, земной ангел-хранитель. Да, в свое время действительно очень здоровски помогли, очень много сделали. И эти люди, они не забывают. И живут они мыслями, что вот когда-нибудь они смогут вам там, долг вернуть, да, либо для вас что-то хорошее сделать. Вот представляете, насколько вы замечательный человек и какой след оставили в жизни этих людей. То есть до сих пор вас добрым словом вспоминают. Ну, прекрасно, это прекрасно. Так, чуть выше. Какой-то мужчина, которому вы отказали, забыть вас не может, и злится на вас очень сильно. Кого-то вы послали, кому-то вы отказали, возможно, даже в какой-то жесткой форме. В шутливой, кстати, форме тоже может быть, потому что он слишком обиженный, слишком обиженный. Он в себе гасит чувства к вам. То есть вы его очень сильно задели. Может быть, этот мужчина по жизни не знал отказа. Может быть, там женщины все там в обморок от него падали, кипятком писались там, и просто вот прыгали ему в объятия. Одна единственная, которая на него прям целый ушат холодной воды вылила. Еще и отказала, да еще и грубо, либо с насмешкой отказала. И вот он прям так злится, сам себя, вот знаете, накручивает против вас. И
вот, как говорят, от любви до ненависти один шаг. Вот он этот шаг типа делает, постоянно себя заставляет вас ненавидеть. Но на самом-то деле в сердце другое чувство живет. И постоянная какая-то тоска по вам идет, да, тоска, что вот она мне отказала, вот она такая сякая, ну вот прям чувствует, что вас не хватает. Ну, скорее всего, понимает, что потерял очень действительно ценную, достойную женщину. Возможно, в жизни его таких женщин, как вы, никогда не было. Опять же, вот этот ваш отказ, он настолько его задел, настолько зацепил, вот это эго его пощекотал. Прям и люблю, и ненавижу. Вот так он к вам относится. И, кстати, этот мужчина, он за вами очень часто подсматривает. Ну, либо очень интересуется вашей жизнью. Что вы, как вы, с кем вы, где вы. Вот у него постоянно глаза в вашу сторону смотрят. Но сам себя не показывает. Ну, потому что обида есть в сердце. Обида, да. С правой стороны он у вас, конечно, вышел. Значит, еще ваши дорожки в жизни пересекутся. То есть с этим человеком встреча у вас неизбежна. Встреча, разговор, может быть, что-то вас ведет. Потому что справа он выходит. И знаете, вот еще вижу, что он должен поменять свое отношение, скорее всего, да, и поведение, отношение в сторону вас. Как что-то он должен о вас понять. А может быть, и вы что-то должны о нем понять. Да, вот все-таки вверху справа общая дорога. Ну, кто его знает, да? Может быть, вы ему когда-то отказали, а в будущем вы, наоборот, ответите ему «да». Вы ему, скорее всего, отказали из-за его репутации бабника. Вот, прям так и сказали, что иди от меня подальше. Иди туда, где вот такие легкие, доступные женщины, а я не такая. Да, скорее всего, из-за репутации. А может быть, он одну проводил и сразу к вам, да? Но мужчина, он видный, он очень симпатичный. И я не могу сказать, что он плохой. Скорее всего, мужчина, который не знал в жизни любви. Но вот бывает такое, да? Вот бабники, они ведь... Чего бабники? Они любви ищут. Любви. Да, может, он сам себе не разрешал влюбиться. Может быть, ни одна женщина не могла тронуть его сердце. А вот вы такая нарисовались, ему еще и отказали. А он к этому не привык. Да, но судьба вас еще сведет. У вас одна общая дорога. Ну, поживете, увидите. Ну, мужчина еще должен сыграть свою роль в вашей жизни, по-любому. А вы в его, соответственно, должны сыграть. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.